Сайфуллаханс, хоть Эрчхан, хранил уже соревнования жюцей, мучало того, мало мотик яхра. Анже последний соревнования у Йоркчаса, о здоровьялся. Да, эти хан схватка жюцей, масхватки яхра, хала соперник малавара. Всего косхват керс, схватка кортвялся, халахчик еще с финал. Хала малавар соперник. В финале вор. Да, эти в финале фубаханс ищать на хэту хай. Ошибка раз. Ошибка еще раз. Да, тренируются они, отработку же, а ошибки исправить я. Сегодня отработаем переднюю подножку с верхнего захвата. С одной руки. Начинаем с одной руки. Рука есть. У нас часто бывают такие моменты, что у нас рука есть, а второй рукой мы не можем либо взять, либо сами определиться, какой мы захват хотим. Мы путаемся. Либо с борта классический захват взять, либо верхний захват. Кто-то бывает с середины берет. Но в данном броске, который мы собираемся сегодня делать, лучше брать за шею, либо глубоко с плеча. Поэтому раз выиграли захват, раз, и беря отсюда, делаем переднюю подножку. Давай нам Ильяс покажет. Давай сюда, Ильяс, вот так вот. Вот так вот. Смотри, выиграл захват, смотрим все внимательно. Ильяс выиграл захват. Ему невыгодно, чтобы он, второй номер, то есть Саид, блокировал его руку вот тут. Он пытается максимально освободить свою руку. Освободил свою руку и лезет вверх сразу. Да. Видели? Еще раз. Ильяс пытается, вот. Смотрите, если я взял отсюда, он, если вы проиграли вот этот момент, у него сверху, получается, он вас где предплечье блокирует руку. Поэтому хотя бы чуть-чуть освободите, пусть он вниз спустится. А если он сверху взял, он вас блокирует. Поэтому чуть освободили, взяли нормальный захват, освободили и пошли. Сейчас Ильяс у нас сделал, чуть маленькая ошибка у него была. Он подошел к нему и вот так, с места, не выводя из равновесия, сделал. Если вы выиграли захват, вам необходимо, когда в момент подхода к нему, дернуть его вперед. То есть вывести с равновесия. Если он так жестко стоит на ногах, то есть на обеих ногах стоит, на ступнях он стоит практически. Если я лезу к нему, он меня может назад встретить и бросить. Для этого, чтобы он вас не встретил, вы должны рывком чуть-чуть дернуть его и поставить на носки практически. Жди, пальцы ног. Практически он на них должен стоять. Дернуть. Дернуть его. Понял? Лез, давай повтори еще раз. Не забываем. Это один из главных элементов этого броска. Дернуть, аккуратно, не спеши, да. Не надо сильно дергать, не надо тянуть. Смотрите, вы сейчас будете путать, вы будете тянуть сильно. Тянуть сильно не получится. Тут надо все делать быстро и четко. Рывок, легкий рывок. Еще лучше. Смотри, как я показываю. Ты тянешь просто. Ты тянешь медленно. А медленно, если ты тянешь, не получится вот так медленно тянуть. Бросок не пойдет. Надо дернуть рывком. Вот. Давай Сайфулла покажет нам. Давай, чтобы все видели. Рывок. А где передняя подножка? Еще раз, черный давай. Ала. Анвар, показывай. Смотрите, в принципе, у всех одни и те же ошибки. Еще раз. У Анвара подход даже лучше был чуть-чуть. Режи. Мухаммад, скажи. В принципе, у всех одни и те же ошибки. Кто-то не выводит с равновесия, кто-то не выводит с равновесия, кто-то ногой не перекрывает ход его ноги. Эта нога ставится для того, чтобы он ногой вот так не пошел. Иди ногой.
Вот, чтобы он такой шаг не сделал, вот, чтобы такой шаг не сделал, ставим эту ногу. Видите, для чего она? Для того, чтобы перегородить вот эту ногу, мы ставим свою ногу вот так. Почему мы вот так ставим, а не так? Мы должны ставить ее вот так вот, чтобы было чем подбрасывать, вот так вот. В момент броска тягой рук и вот таким движением мы сбрасываем его. Поняли? Особое внимание уделяем на то, что ногу правильно ставить. Вы не должны ни тут сидеть, ни тут сидеть. Вы должны по центру сидеть, чтобы у вас точка опоры и тут была. Чтобы в момент броска выпрыгнуть, сбросить его, так сказать, с себя. Поняли? Внимание особое уделяем на тягу, подворот, на ногу и сброс. Поняли? Приготовились, первый номер отрабатываем. А солнце, геннер, ажу геннер, да версу, геннер версу, ну версу, я хорошо, штаус, резко и быстро. Да. Опять не то еще, не то. Давай быстрее, смотри сюда. Короче, у тебя длинные движения, вот рука тут, руку сюда, ближе, шею захватывай. Захватывай шею и притягивай к себе. Тебе не 10 лет, тебе уже можно шею хватать. Прошлый сезон для нас был удачный. Сейчас это такой период, что мы закончили тот сезон и готовимся к новому сезону. В принципе, я могу сказать только все положительно про прошлый сезон. Что могу с уверенностью сказать, что мы набрали, достаточно набрали, заметно, так сказать, набрали мы. Теперь готовимся к новому сезону, исправляя ошибки прошлого сезона. Мне кажется, турниров очень много было. В принципе, тут у меня 2-3 возраста. Каждая возрастная категория, из них по 20, по 30 раз за прошлый сезон отборолись на соревнованиях. Мог бы отметить я отдельно СКФО, это для младших юношей, которые были. СКФО это был очень хороший, очень уровнем высокий старт был. В принципе, из всех, которые были у нас, по уровню я мог бы отметить СКФО, это был отбор на Россию. А так у нас еще были достаточно интересные, достаточно такие хорошие старты соревнований у нас были. Сейчас мы делали рывок сюда и вперед бросок. Ну, допустим, один раз сделали, может бросок не получился, если даже получился не на все 100%, не выиграли вы. То есть это в азаре может быть, да, пол победы. А нам нужно сделать иппон, чтобы выйти победителем с этой схватки. Он знает, что я вот это делаю. Что он будет делать, когда я буду заходить? Я же один раз делал ему это, да. Представляем такую ситуацию, что я один раз делал, или получилось, или не получилось, нет. Второй раз уже, когда я буду вот так делать, что он будет делать? Он назад сядет. А я должен учитывать, я должен быть хитрее. Я должен учитывать то, что если я еще раз буду это делать, он сядет назад и, возможно, бросит меня, потому что он меня ждет. Он ждет, что я буду заходить на переднюю подножку. Он ждет этого. Поэтому что я делаю? Я делаю рывок, все то же самое. Рывок, захват, все то же самое. Но я в голове сохраняю такую мысль у себя, что он сядет назад, и мне необходимо обмануть его и бросить назад. Что я хочу бросить его назад. Зачем я буду через силу пытаться сюда бросить его на переднюю подножку, если я могу его обмануть и, воспользовавшись, так сказать, его же инерцией, бросить его назад. Он же назад сядет. Поэтому раз, не до конца разворот, а пол разворота вперед, чтобы обмануть его. Раз, развернулся, он сел, поставили ногу, подобрали вторую, и мах. Показывай, Мухаммад.
Раз, он сел, да. Давай себе флоу показываю. Ну, через голову только не надо, головой не касайся вообще ковра. Еще раз. Сайфулла еще чуть лучше сделал. Сайфулла чуть лучше сделал. Давай вот так вот. Давай, чтобы все видели, и те, и все, чтобы видели. Раз, подожди. Давай тише, давай спокойнее. Когда ты рывок делаешь, вторую ногу тоже подбирай сюда. Раз, он обманул его, а он не хочет вперед упасть, поэтому сядет назад. Он что делает? Сайфулла что делает? Ставит ногу, подбирает вторую сюда и мах. То есть это уже задняя подножка получается. Еще раз. Он делает рывок. Раз, он сел назад, закинул ногу и сейчас, даже если он потянет, я не упаду. Вот видите, я хотя бы прямо стою. Раз, два, смотрите, уже корпусом я чуть вперед наклонился. Не согнул корпус, а вперед. Практически я его с собой же несу и падаю. Мне сейчас остается чуть-чуть руки подтянуть, прижать к себе, то есть не отпускать вниз его. Держать его на этом уровне и мах ногой. Нога бьется не по сгибающемуся месту, не по бедру, а именно по икроножной мышце. Вот сюда. Не тут, не тут. Именно сюда. Икроножная мышца. Сюда. Все знаете, что такое икроножная мышца? Вот туда. Раз, два и три. Руки, когда заходите туда, когда зашли, понятное дело, в отработке мы будем хорошо тянуть, все будем делать правильно, но в борьбе может быть чуть-чуть не так получится. Поэтому, если вы потянули руки, возможно, вы не сможете дальше их тянуть. Но вы хотя бы сможете их прижать к себе и не дать больше опуститься этим. Бывает у тебя вот сюда остается эта рука. Вот. В таком положении выровнял свою руку и пошел дальше. Видите? Чтобы ты видел, у вас бывают такие моменты, что вот у вас рука так остается. Эту руку можно травмировать так. Не то чтобы бросок не получится, а даже руку можешь травмировать. Поэтому смотри на руку и пошел дальше. Начало ты можешь смотреть на руку. Начало можешь не поворачивать голову. А потом уже, если голову не повернешь, корпус не пойдет дальше. Начал? Смотри на руку. Вот. Ты должен видеть, что сейчас опоздала эта рука. Она должна была вот тут быть. Вот сейчас уже до конца ты должен. Уже голову разворачиваешь и корпусом идешь. Да. До сюда, ты не чувствуешь. Когда тебя туда тянут, только тогда почувствуешь. А ты должен, если ты не чувствуешь, смотри, чтобы рука в таком положении была, не пошла туда. Раз. Да, все, пошел, да. Еще быстрее, еще быстрее. Тебе доля секунды всего лишь нужна оценить, если не хватает тяги, дотянуть руку. Нет, ты не показываешь вперед. Ты руками не потянешь, у него будет инстинкт самосохранения, понимаешь?
уж без бацин. Если ты его вперед рывок сделаешь, автоматически он сядет назад. Понял? Я с тобой борюсь, я пытаюсь тебя вперед бросить. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Давай, ну нормально, стань. Вот, ты сядешь назад, то же самое он сядет. Поэтому сделай вот. Видел? Ты садишься сам. Вот. Вот. Да, видишь все? Да, мах. Все равно долго, Алла, долго, все далеко и долго. Пытайся правильно делать. Илес хан сезон дамия нишен соревновательный. Так, ошче рега хани уже соревновать жутсойк маслатау мас турнир хани. Да, это турниром хани соревновались. Hans последний хан соревновались, уездной, второй раз. Вот сай последний хан турнира схватка жутсойк, мышта оторваться соперник мышт бара. Да, схватка, член схватка, удержание корт баларсо, так колачо, возалия корт баларсо, хадая, чика. А вот слитаган соперник шикаю турнира не слури. Кыл турнира ниспан, ниспан хлорсон, док не случашмш. Тахан масё турнир штигер эггер хан сон халахи та запомните соревновать мучахани. Сан запомните соревновать, hans последний хан соревновать, ужасно халхта соревновать. Первый схватка, суцалта уже, кезик опыта уже раз, сында первый схватка, нормально таурс. Та духа мало мохтик жас турнир штиаха. Духа второй ахаханиас, первый ахаханиас, ишаханусу, третий ахаханиас. Сейчас пользуюсь своей спиной и своими ногами. Вот. Вот. Подвинул. Не просто вот так вот руки, а руку прижимаю и держу его в этом положении. А остальное, все это его раскручивает моя спина и мои ноги. Поняли? Ну-ка давай, Сайфулла. Вот оттуда, с этого положения, раскрутил и подхват показывай, Сайфулла. Встали. Руку правильно, да. К себе и раскрутился с ней же. К себе, да, и раскрутился, да. Хорошо, еще раз. У вас у всех практически ошибки будут. Смотрите, вы будете его вот так вот пытаться раскрутить. Но так раскрутить не получится. Он же тоже борется, он же тоже сильный. Поэтому он руку сюда, остальное все дело корпуса. Да. Давай, Алла, сделай. На весу или близко, или на носке максимум. Эта нога должна быть у него опорная, потому что я буду сейчас тянуть его туда, развернувшись, мах. А уже видишь, вот он так должен быть. Правильное движение Сайфулла нам показал. Давай еще раз, Сайфулла. Вывод с равновесия. В принципе, у Сайфулла самый правильно показал нам. Еще раз. Вот так встань. Сайфулла это у нас и в борьбе, в принципе, пробует. Еще раз. Так. Один шаг по кругу.